Ну, в общем-то, ситуация с сегодняшним объявлением иноагентами НИСФа и меня, она не вызвала у нас никакого удивления. Это было ожидаемое событие, тем более оно было ожидаемое после объявления иноагента Манала Хашига. Это, без сомнения, это наступление на независимые СМИ Абхазии. Нет никакого нет у нас никакого основания считать иначе. Мы прекрасно видим, что знаем, что списки людей, которые были неугодны прошлой и нынешней власти, были направлены в свое время в Россию. Конечно, в этих списках оказались и мы. Сегодня очень важно в связи с проектами, которые готовятся, в связи с последними событиями, очень важно, чтобы независимые СМИ замолчали. Я уверена, что цель основная в этом. И Бжания, и Гунба инспирировали это. И мы сегодня прекрасно понимаем по поведению, так сказать, назначенного президента, я не могу его все равно по-другому называть, назначенного президента Гунба, мы видим, что эта политика продолжается. За все это время исполняющий обязанности президента ни разу не высказался в поддержку граждан, которые лишили абхазского гражданства, в поддержку репатриантов, которых депортировали с территории Абхазии. Он не отстаивал права абхазских журналистов, которых объявляли иноагентами по совершенно надуманным причинам. Мы все прекрасно видим, что нас обвиняют в каких-то контактах с международными организациями. Ни «Нужная газета», ни Аяшара, ни «Чегемская правда» не получали никаких спонсорских денег. Я больше того скажу, что «Нужная газета» никогда за все время своего существования не получала никаких спонсорских денег. В принципе, я не вижу, у нас не существует закона об иноагентах, и нам сегодня демонстрируют, что непринятие нами этого закона для нас ничего не означает, что это все равно можно, этот вопрос все равно можно решить вот таким вот путем. То есть мы все прекрасно помним, как продавливал закон об иноагентах Аслан Бжания. Мы все прекрасно понимаем, что эта проблема возникнет и с Бадрой Гунба. Он тоже будет продавливать подобные законы. К сожалению, для меня все это означает громадный откат наших СМИ, которые до недавнего, 5-6 лет назад, мы считали себя независимыми, мы всегда гордились своей независимостью. Правда, мы часто говорили, что независимые СМИ Абхазии существуют вопреки всем условиям. Да, у нас всегда было очень скудное финансирование. В какой-то момент государство осознало важность независимых СМИ. Нам даже оказывалась помощь в какой-то период. Мы получали какие-то дотации от государства. Само то, что там 5 лет назад у нас отобрали эти дотации, говорило уже о том, что власть не настроена на то, чтобы развивались независимые СМИ. То, что мы сегодня имеем, это вот итог всей этой деятельности, 5-летней деятельности Бжания и сегодняшнего его преемника, фактически назначенного Бадры Гунба. Что вызывает возмущение сегодня и на что ссылается Минюст России, называя нас иноагентами? Он ссылается на то, что мы проводим политику против России. На самом деле политику против России мы не проводим. Мы критиковали нашу власть, мы критиковали Россию за вмешательство в внутренние дела Абхазии в предвыборный период. И это совершенно очевидная вещь, и опровергать ее сегодня совершенно невозможно. Наделять людей статусом иноагентов, когда они говорят правду, это неправильно. То есть это, я не знаю, какой цели хотят добиться. Нет, в принципе, я знаю, они хотят уничтожить независимые СМИ, но я не думаю, что этого будет так просто достичь.
То есть все население Абхазии, все здравомыслящие люди прекрасно понимают, что обвинения, выдвинутые против нас, они не имеют под собой никакого основания. Что мы будем делать? Мы будем продолжать работать. Я не представляю себе, каким образом мы можем судиться с Минюстом России, который объявил нас иноагентами, потому что для этого нужны средства, для этого нужны возможности, для этого нужны адвокаты. Наши СМИ не обладают такими возможностями. Но работать мы будем продолжать до тех пор, пока будет предоставляться нам такая возможность.